Всем привет! Сегодня я расскажу об одном из главных Xbox эксклюзивов этой осени — Halo ODST. Продолжение грандиозной саги о борьбе человечества и сообществом инопланетных рас, Ковенантом. На этот раз без Мастера Чифа. Но пусть это вас не расстраивает, игра от этого ничуть не потеряла, а может быть даже приобрела несколько новых черт. Итак, Halo — это по-прежнему шутер от первого лица. Мы играем за десант будущего, ODST, Orbital Drop Shock Troopers, вот так они хитро называются. Причем игра условно разделена на две части. В первой мы играем за руки, новичка, волей судеб, оторвавшегося от основных сил. Итак, город Нью-Момбаса, ночь, накрапывает дождь, вокруг ни одного живого человека, а улицы патрулируются силами Ковенанта. В такой обстановке наш герой крадется во тьме и разыскивает хоть какую-нибудь информацию об членах своего подразделения. Атаковать врага в лоб не всегда возможно, и поэтому ночные миссии располагают к осторожности, немножечко приходится покемперить. И единственным союзником выступает искусственный интеллект, управляющий городом. И раз уж я заговорил о нем, расскажу о нововведении. ОДСТшникам выдан тактический комплекс, и на него выводятся карты, информация о врагах, изображения с прибора ночного видения и подсказки того самого искусственного интеллекта. Это облегчает жизнь, так как у десантников нет мастер-чифовского здоровья, и это их единственный путь к выживанию, это информация. Вторая часть — это флешбеки, такой отыгрыш за других членов отряда. Мы как бы проживаем реконструкцию событий, произошедших во время того, как Руки был без сознания. Здесь мы видим Halo во всей ее незамутненной красе, динамичные бои, массовые схватки, море оружия и техники. Нам дают управлять как наземной, так и воздушной техникой, причем и техникой нашего противника. Графика у игры приятная, хотя и не хватает звезд с неба. Она практически не изменилась со времен Halo 3, но в принципе частота кадров очень высокая, все летает, никаких таких тормозов нет. Набор оружия обширен. И присутствуют практически все стволы из старого игры, и добавлена пара новых. Причем стволы людей и Ковенанта действительно отличаются. У Ковенанта в основном энергетические стволы, они созданы прежде всего для пробивания энергетических щитов. Вот такая вот. То есть они как бы оружие изготовили сами для того, чтобы себя уничтожать. Трофейное оружие — залог победы. В общем, что я могу сказать? Это великолепная игра, подразделение на две подчасти, очень удачная находка. Играя на контрасте, Halo ODST дарит море эмоций. Единственный недостаток — это небольшая продолжительность игры. Хочется еще и побольше. В общем, ждем Halo Reach, а пока проходим ODST. Всем пока, спасибо за просмотр. Стали все, где бы ты не был, что бы ты ни делал. Война, война, выбери, с кем ты, на чьей стороне ты. Война, война, где бы ты не был, что бы ты ни делал. Война, война, выбери, с кем ты, на чьей стороне ты. Война, война. Хочешь ты этого или не хочешь? 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 Война, война. Хочешь ты этого или не хочешь? Война, война. Хочешь ты этого или не хочешь? Война, война. Выбирай, на чьей стороне ты. Война. Хочешь ты этого или не хочешь? Хочешь ты этого или не хочешь? Хочешь ты этого или не хочешь? Война, война. Хочешь ты этого или не хочешь? Война, война. Хочешь ты этого или не хочешь? Война, война. Выбирай, на чьей стороне ты. Война. Хочешь ты этого или не хочешь? Хочешь ты этого или не хочешь? Хочешь ты этого или не хочешь?
хочешь? Война! Война! Хочешь ты этого или не хочешь? Война! Война! Хочешь ты этого или не хочешь? Хочешь ты этого или не хочешь? Хочешь ты этого или не хочешь? Война! Война! Хочешь ты этого или не хочешь?